Перемены в положительную сторону. За все 30 лет система здравоохранения Ингушетии поменялась до неузнаваемости. В 1992 году вновь созданная республика состояла всего лишь из 3 центральных районных больниц и нескольких небольших лечебных учреждений. Обеспеченность койками нашего населения была в размере 31,1 на 10 тысяч населения, обеспеченность койками. А сегодняшний день этот показатель более 48 койк на 10 тысяч населения. Это очень хороший показатель. Причем более половины открытых в Ингушетии медучреждений не имели собственных зданий, что не позволяло организовать лечебно-диагностический процесс на должном уровне. Но сейчас все это в прошлом. За 30 лет в регионе построено и оснащено более 40 объектов здравоохранения. В том числе перинатальный центр, республиканский клинический перинатальный центр, детская республиканская клиническая больница, онкологический диспансер, эндокринологический диспансер, кардиодиспансер, республиканская поликлиника взрослая, детская республиканская поликлиника. А в Кантышеве в 2014 году появился свой первый фельдшерско-акушерский пункт. Его построили в рамках федеральной целевой программы развития села. ФАП за эти годы успешно функционирует и помогает сельчанам. Он был крайне необходим для оказания первичной доврачебной помощи жителям Кантышева. Созданы все необходимые условия для оказания первой доврачебной помощи населению. Имеются и фельдшера здесь, и медсестры, и все необходимое оборудование тоже имеется. А с 2019 года в рамках национального проекта здравоохранения в Ингушетии появилось еще 2 новых ФАПа. В ближайшее время планируется открытие новых медицинских учреждений. Сейчас на этапе ввода психоневрологический диспансер на 150 коек, Сужинская поликлиника на этапе ввода. Сейчас планируется строительство очень важное для нашей республики многопрофильная больница на 450 коек, поликлиника города Карбулак, Ачалукинская участковая больница. То есть очень много объектов в системе здравоохранения построено, введено в эксплуатацию и вводится, и планируется строительство. Министерство добилось хороших результатов и в прошлом году. Почти 430 миллионов рублей были выделены здравоохранению региона. Так удалось полностью реализовать задачи, поставленные федеральной программой модернизации первичного звена здравоохранения. Ее цель – сделать медпомощь доступной и качественной. В рамках программы в Малгобеке приобрели самые современные аппараты УЗИ сердца и физиотерапии. 11 единиц легкового транспорта для амбулатории. Провели реконструкцию ряда учреждений. В общей сложности за последние годы в регионе приобретено более 300 единиц медицинского оборудования, в том числе аппараты магнитно-резонансной и компьютерной томографии. Туда входит видео-лапароскопическое оборудование для проведения оперативных вмешательств. Это ангиографы. Сейчас планируется в этом году даже запланирован закуп по национальным проектам ангиографа в республиканскую клиническую больницу для проведения эндоваскулярных хирургических вмешательств, компьютерный томограф для онкологического диспансера. В онкодиспансере у нас стоит такое мощное оборудование, как ускорители для проведения лучевой терапии. Серьезную поддержку Минздраву оказал и Фонд национального развития Ингушетии. Благодаря ему новое оборудование появилось и в РКБ. В больнице установили новый эндоскопический аппарат. Его широкий спектр параметров позволяет выявлять внутрипротекающие заболевания желудочно-кишечного тракта. Эндоскоп закупили по поручению главы региона Махмуда Али Калиматова. Были просто такие эндоскопические аппараты, которых у нас их было, они были переносные и так далее. Но как стойка вот такая и с видео разрешением у нас таких аппаратов не было. Он очень нам нужен. Мы будем его использовать. Скорая медицинская помощь в регионе представлена 3 станциями и столькими же отделениями, которые оснащены почти 140 автомобилями неотложки. За последние 6 лет по федеральной программе получено более 100 карет скорой. Пополнение автопарков позволит региону поднять оказание экстренной медпомощи на новый уровень. Владимир Владимирович Путин, он как сказал, скорая помощь как ангелы. Я согласен и хотел бы поддержать это, потому что сегодня мы, создавая больницу
в Малгобеке тоже вот этот вот отрезок, когда скорая помощь нужно было из Малгобека везти в больницу ковидно больных, тоже сохраняли это. Поэтому любое улучшение, качественное улучшение условий скорой помощи в последующем, это здоровье человека сохраняется, а иногда и жизнь. Поэтому на вас лежит большая ответственность. Необходимость карет скорой особенно чувствовалась в отдаленных сельских поселениях республики. 4 новых машин скорой помощи получила в сентябре прошлого года и участковая больница сельского поселения Галашки. Хочу сказать отдельное большое спасибо от себя лично, от работников нашей больницы, от жителей, потому что это огромное подспорье для нас, так как мы отдаленные учреждения, обслуживаем 3 села. Это Алкун, Мужичи и Галашки. Плотность населения около 11 тысяч, поэтому сейчас у нас на ходу 2 машины, которые тоже часто ломаются. И для нас это огромный, подарок. Также в конце прошлого года Ингушетия получила 18 новых медицинских комплексов, 16 передвижных ФАПов, передвижные флюорограф и маммограф. Их приобретение стало возможным благодаря региональному проекту развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи, нацпроекта здравоохранения. Мобильные пункты полностью автономные, в них есть электричество и тепло. И медицинские процедуры можно проводить в любое время года. Теперь необходимая медпомощь к жителям отдаленных и малонаселенных сельских поселений, где нет ФАПов, придет на дом. Достойный отпор благодаря оснащению и поддержке федерального центра удалось дать и коронавирусу. В период пандемии врачам пришлось особенно нелегко. Было развернуто более 1000 коек для инфицированных в 5 медорганизациях. Большую значимую роль в организации оказания медпомощи ковидным больным приняла Назранская районная больница, Республиканская клиническая больница. Те больные, у которых есть сопутствующие заболевания тяжелые, они поступали именно в Республиканскую клиническую больницу. И единственный детский центр – это детская республиканская клиническая больница. В общем, по смертности по ковиду у нас эта цифра показывает только более 500 пациентов, умерших от COVID-19. И самое важное – мы одни из тех субъектов, небольшого количества субъектов, где не зафиксирована смерть детского населения от COVID-19. Одним из достижений за последние 30 лет в Минздраве считают сохранение положительной тенденции демографической ситуации. Сегодня в регионе самая низкая в России смертность и лучшие показатели по естественному приросту населения. Если даже взять 2014 год, то этот показатель был 14,1 промилле на 1000 живых детей, родившихся живыми. Сегодня эта цифра 5,6 на 1000 родившихся живыми. Это более 2 раз мы сократили младенческую смертность. Нужно учитывать, что показатель рождаемости у нас 16,3. По России этот показатель 9,6. А по Северному Кавказу этот показатель 13,3. То есть мы показываем очень хорошие показатели по рождаемости. Здравоохранение по-прежнему остается одним из приоритетных направлений развития региона. Ведь важнейшая задача, которая касается каждого, это доступность современной, а главное качественной медпомощи. Зелимхан Калоев, Мухаммад Белакиев, Новости 24.